Анзор, ты историк по образованию, много лет проработал на местных телеканалах. Почему твое внимание привлекла реформа Конституции? Ведь это совсем другая сфера деятельности. Да, у меня историческое образование. Когда-то после войны я преподавал историю в школе. Я это хорошо помню, как в учебниках тоже уделено внимание конституциям разных стран. Например, была такая тема политический строй Англии, Франции и Японии. Я помню этот урок хорошо, когда мы с детьми разбирали. То есть фактически для каждого историка тема Конституции, она близка. Это не такая отдаленная тема, чтобы он не разбирался. Любой историк, он в любом случае разбирается в конституционном устройстве того или иного государства. Это первое. Второе, разумеется, глубже мы это все проходили в университете, где я учился, и там тоже мы эти темы проходили и отдавали им большое внимание. Поэтому, так сказать, я неплохо разбираюсь в конституционном устройстве вообще того или иного государства. Плюс после военное время в Абхазии стали преподавать, когда наша конституция была принята, конституции Абхазии тоже дети учили, я их обучал, поэтому эта тема для меня такая близкая. Вот. Значит, как все произошло? Работая, скажем, в телевизионной сфере, занимаясь съемками, мне нередко приходилось снимать передачи, связанные с конституционной реформой. И вот один раз я спросил у участников после завершения съемок, они больше всего говорили о том, что необходимо перераспределить полномочия между президентом и парламентом. Ну вот кроме этого мало что прозвучало, такие общие фразы чаще всего звучали. Потом я спросил у них, а что вы конкретно имеете в виду? Какую статью в Конституции вы предлагаете убрать, а какую ввести? Можно ли конкретно ознакомиться с какой-либо вот реформой, связанной с Конституцией? Никто ничего мне не ответил. И после этого мне стало самому интересно. Я что сделал? Я просто открыл нашу Конституцию и стал заново читать. И вот тут действительно возникло у меня очень много вопросов. Очень много. И поэтому впоследствии стал глубже это изучать. Как создавалась инициативная группа для написания проекта конституционных изменений? Дело в том, что когда у меня, скажем, появились определенные идеи, связанные с реформированием Конституции, я стал делиться с близкими мне людьми. Одним из таких является Зураб Зухба. Это мой однокурсник. Мы с давних времен дружим, общаемся с ним очень близко. И вот я с ним стал делиться со своими идеями. Затем он, скажем, тоже заразился. Далее мы написали определенные тезисы, и после этого стали прямо ходить к юристам, к нашим правоведам, делиться с ними. Они, в общем-то, сказали, что идея хорошая, надо дальше разрабатывать и продвигать. После этого подключился адвокат Автандил Чкадуа, профессиональный юрист. Далее близкий мой друг, он работает в Верховном суде, это Тимур Шоня, квалифицированный юрист. Вот. И когда мы стали обсуждать идею реформирования, прямо скажу, отношение такое было скептическое, что это не удастся, что это будет напрасный труд, что это все останется и так далее. Я же настоял на своем, что это надо начать делать. Сегодня или завтра мы к этому вопросу непременно приступим, потому что это единственный путь развития – реформа Конституции.
И мы стали писать на бумаге свои идеи, оформлять, вместе обсуждать. У нас были споры. Вот. Конечно же, такую основную работу взял на себя это Тимур Шоня по написанию, но идеи были нашими общими. У кого какая идея могла родиться, мы это складывали, спорили и приходили к одному знаменателю. Вот. И вот так наша группа стала работать. А когда вы приступили к работе, на что более всего стали обращать внимание? Да, кстати, я забыл сказать, что в этот же период, в это время, мы обратились к тогдашнему депутату нашего парламента Алмасу Джапуа. Раньше тоже мы как бы косвенно касались этой темы. Он сказал, что он тоже является сторонником преобразований. К тому же он тоже предлагал какие-то статьи в Конституции поменять, например, связанные с назначением генерального прокурора. Вот, тогда это не удалось сделать. Я был в курсе этого, и мы обратились к нему, и он сказал следующее. Как только проект какой-то будет написан, он поможет этот проект провести в парламенте, чтобы начать обсуждение Конституции. Значит, первое, когда вот я стал подробно читать Конституцию, что меня удивило. Понимаете, там написано так, что президент назначает и освобождает от должности председателя Национального банка, генерального прокурора и, прошу обратить внимание, остальных должностных лиц. Тут возникает вопрос, кто это такие? Должностные лица, кто они? Понимаете, что написано в Конституции? Ничего конкретного, а другие должностные лица. И вот это меня стало смущать. И мы стали разбирать это все. Конечно же, основной упор мы сделали именно на эту пресловутую фразу перераспределения полномочий. А что надо перераспределить? Что надо, скажем так, изъять из полномочий президента и отдать парламенту? Что конкретно? Вот в чем был вопрос основной, но мы на этом не остановились. Дело в том, что большие проблемы с назначением судей. Судей. В чем проблема? Проблема в том, что кандидатуры судей фактически единолично выдвигает президент и для утверждения посылает в парламент. Понимаете, они находятся практически в его зависимости, потому что именно президент точно так же может поставить единолично вопрос об освобождении их от должности. Самым простым языком для всех жителей нашей страны, которые будут это смотреть, что это значит? Это значит, смотрите, известно, что по Конституции существует 3 ветви власти. Это исполнительная ветвь власти во главе с президентом, это кабинет министров и все подчиненные, это огромный такой штат людей. Вторая ветвь власти – это законодательная, это Народное собрание, парламент Республики Абхазия, куда избираются депутаты, 35 человек, они занимаются изданием законов. И существует третья ветвь власти, судебная, где сидят прокуроры, судьи, и в случае разбирательства они выносят свой вердикт. Понимаете? Но теперь самое, что я хочу подчеркнуть, все эти 3 ветви власти, я цитирую, самостоятельны. Понимаете как? Теперь представьте себе, что судебная ветвь власти никак не участвует в избрании себе руководителей. Она не участвует. Какая же тут она может быть самостоятельной ветвью власти, если она в выборе руководства вообще не участвует никак? Теперь
Что получается, что президент может выдвинуть кандидатуру нужного ему человека, нужного ему. И когда этот человек проходит через парламент, он зависит от президента, потому что президент может поставить вопрос в парламенте о снятии его с должности. Вот в чем зависимость заключается. Дело в том, что этими вопросами должен заниматься не только один президент. Это должна быть некая коллегиальная структура, которая и выдвигает кандидатуры, и может поставить вопрос перед парламентом о их снятии с должности. Некий коллегиальный орган должен быть. Понимаете? Это просто необходимо. Дело в том, что такая конституция, мы знаем, была принята в 1994 году, когда был президентом Владислав Ардзинба. Всецело мы ему доверяли. Это был выдающийся лидер, и мы были абсолютно уверены в том, что он будет вести Абхазию по пути развития. Так это и было. Но сегодня времена изменились. К сожалению, нету Владислава Ардзинба. Появились другие лидеры, и они злоупотребляют вот этой властью. Вот что происходит. Если мы не выровняем их полномочия, не сделаем их максимально самостоятельными, вот этот перевес в сторону исполнительной ветви власти, а конкретно в сторону президента, может опрокинуть нас всех. Об этом говорят все юристы, которые вникли в это дело. И мы с этим вопросом очень сильно запоздали. Одним словом, наша группа стала создавать проект. Проект большой конституционных изменений. Я должен сказать, что у нас изъяны были, вообще эти изъяны связаны с кадровой политикой президента. У него в этом плане, именно в этом плане огромные полномочия. Например, скажу, в период выборов создаются команды. Есть лидер, и он создает команду. В этот период люди с деньгами приходят в эту команду, поддерживают того или иного кандидата с тем, чтобы впоследствии, в случае победы, занять ту или иную должность. Понимаете? И так и происходит. Придя во власть, президент в знак благодарности раздает должности, невзирая на их квалификацию, опыт работы, успешность работы на предыдущих должностях. И притом могут привести человека из-за пределов Абхазии, который не знает нашу действительность, который здесь не жил, и сразу ему дают должность. Это опасно, потому что у нас всегда есть своя специфика. Будьте добры, пусть он с нами поживет, этот человек, узнает, как мы живем и так далее. Понимаете? Такая практика себя вообще не оправдывает, на мой взгляд, когда извне приводят людей и сразу назначают министрами. Плюс есть слишком молодые, тоже неопытные, и с результатами их работы тут надо посмотреть, какие они. Можно ли сказать, что одна из основных причин различных коррупционных схем, проблем, мин замедленного действия в государстве, она сокрыта как раз в Конституции, в ее пробелах? Да, именно, к сожалению, надо сказать, что отдельные статьи Конституции способствуют коррупции. Это абсолютный факт. Именно это мы должны изменить. Я уже сказал, что связано с кадровой политикой. Плюс сегодня нет возможности для того, чтобы сделать работу чиновников прозрачной. Например, у нас есть закон о СМИ. Согласно этому закону, журналист вправе получить, в принципе, любую несекретную информацию, связанную с цифрами, расходами и так далее, и так далее.
Но сегодня этот закон очень плохо исполняется. Сегодня журналистов особо не подпускают, особенно свободных, независимых журналистов. Понимаете, почему так происходит? Те чиновники, которые игнорируют журналистами, они должны понести ответственность, потому что они распоряжаются общественными деньгами, имуществом. Это не их собственность. Они пришли управлять народным имуществом, и они должны давать информацию. Но, еще раз говорю, вопрос, будет этот человек на своей должности или нет, решает исключительно один человек, президент. Сколько таких должностей ему подчинено? Я сейчас скажу, я с этого и начал. Вот другие должностные лица, что написано в Конституции. Наша группа стала разбираться, мы стали считать, сколько людей в исполнительной ветви власти. Это все министры, руководители госкомпаний и прочие должности. Я туда даже не включаю там директора филармонии, республиканской больницы, я это не включаю. Но основные ключевые должности, все они проходят практически через президента. Понятно, что по Конституции у нас президент формирует кабинет министров. Ему нужны лояльные люди. Плюс главы администрации городов и районов. Они также должны быть абсолютно лояльными к президенту. И подчиняться ему, и выполнять беспрекословно любое его задание. Да, такая иерархия должна быть, но если человек не справляется со своей работой, если он некомпетентен, что делать? Нету сегодня у нас в Конституции рычагов, чтобы повлиять на это. Мы не сможем снять с должности главу администрации, без одобрения министра, если президент не захочет. А у нас достаточно много пробелов в работе этих лиц. Понимаете? Они, бывает, очень плохо работают. Еще такой вопрос. Должна ли быть ветвь власти в стране, которая может влиять и на президента? То есть, потому что складывается ощущение, что только единолично. Ветви власти есть. Но они не работают. Есть. Просто они по Конституции подавлены полномочиями президента. Вот в чем дело. То есть даже с главы нету спроса. Когда у президента эти полномочия будут взяты, и это будет решать парламент, например, тогда президент не вправе будет диктовать свои условия. Вот в чем дело. Сейчас он вправе. Эти права он получает, исходя из Конституции нашей. Вот в чем дело. Неограниченная власть практически у президента. И мы даже знаем о нарушениях Конституции со стороны президента. Есть конкретные нарушения. Это отдельный разговор. Об этом тоже немало сказано, но сегодня, к сожалению, нет механизма для того, чтобы президенту сказать: ты вот здесь нарушил Конституцию, за это ты должен понести ответственность. Нету механизма. И вся опасность для нашего общества, для нашего государства заключается именно в этом. Очень многие винят президента. Дело не в президенте, не в его личности, а дело в полномочиях, которые он получает, исходя из нашей Конституции. Надо что-то сделать с этими полномочиями. Сколько их, ты так и не сказал? Сколько ему подчиняются? Значит, касательно количества должностных лиц в исполнительной ветви власти, свыше 70 человек. 70 главных людей в исполнительной ветви власти на главных должностях. Это огромная цифра. И еще раз повторяю, кроме президента, никто там не может влиять на их работу, будут ли они при должности или их уволят. Все решает президент. Чем лояльнее человек, чем лучше он подчиняется и выполняет волю президента,
тем президенту выгоднее, чтобы этот человек оставался на своей должности. А мы, обществу, нам надо, чтобы этот человек эффективно работал, эффективно на общество. Вот что нам надо. И еще, что касается судебной ветви власти, мы тоже посчитали. В целом, тоже свыше 70 человек. Это к 70 к 70? Да, 70 в исполнительной ветви власти и свыше 70 в судебной ветви власти, начиная от генпрокурора, судей Конституционного суда, Верховного суда, арбитражного суда и судей городов и районов. Все эти кандидатуры направляются единолично президентом в парламент на утверждение. Понимаете, какая власть у президента? То есть, если у нас, к примеру, сумасшедший президент, все вынуждены ему подчиняться, даже однозначно, если не... По нашей Конституции. Там есть какие-то меры, связанные с ограничением этой власти, но механизм не прописан до конца. Нету силы, которые могут пойти, встать и остановить президента, который нарушает Конституцию и законодательство. Сегодня нет этого механизма. Вы проработали это в конституционной реформе. Мог бы ты сказать итоги вашей работы? Что было дальше? Да, я могу это сказать. Значит, в соответствии с нашим проектом, первое, вводится смешанная система выборов в парламент. Из 35 депутатов 18 мы предлагаем избирать по партийным спискам. Дать возможность нашим партиям окрепнуть, встать на ноги и перенять международный опыт многих развитых стран. Вот что мы предлагаем. Хотя в этих странах, в развитых, там уже полностью перешли к избранию, составлению парламента по партийным спискам. Я думаю, на первом этапе мы должны пойти по смешанной схеме. Это первое. Второе. Парламент наделяется правом участия в формировании правительства, назначении и отрешении руководителей. Значит, такая схема. Президент формирует, скажем, свою команду после выборов практически на свое усмотрение. Перед вступлением в должность каждый руководитель выступает в парламенте и фактически рассказывает о том, что он будет делать в течение года, и берет на себя некие обязательства. Через год этот руководитель приходит в парламент и отчитывается. За год было сделано то-то, то-то, построен мост, отремонтирована школа и так далее, и так далее. Дальше его судьбу решает парламент, не президент, а парламент. Путем голосования либо оставляет на должности, либо отрешает. Потому что без программы действий, без каких-либо обязательств, просто занимать должность, независимо ты эффективный руководитель или нет, но это нас, общество, нас это не устраивает. Мы хотим эффективного руководителя, который показывает результат. Если он неэффективен, он должен покинуть свой пост. Вот и все, вот и вся схема. Что мы сделали? Мы отбираем у президента полномочия от решения руководителей от должности из-за неудовлетворительной работы. Такая схема применяется во многих странах. Фактически мы ничего нового не придумали, не сочинили. Мы всего лишь, скажем, адаптировали этот опыт зарубежный в наших условиях. Вот. И следующий пункт, это, я как уже говорил, связан с назначением судей. Здесь мы предлагаем создать коллегиальный орган. Он будет называться Высший совет правосудия. По нашему проекту состоит этот Высший совет из 9 человек, включая президента, представителей парламента, самой судебной ветви власти, независимого юриста. Это может быть будет преподаватель в университете, научный деятель. Вот, всего 9 человек, и вот эти 9 человек будут выдвигать кандидатуры и также ставить вопрос об их отрешении.
Это одна из схем. Может быть применена другая схема, например, как в странах Западной Европы, там, в Италии, в Испании. Каждая ветвь власти пропорционально выдвигает кандидатуры. Например, скажем, Конституционный суд, кажется, Италии. Конституционный суд Италии состоит из 15 судей. 5 судей направляет исполнительная ветвь власти, 5 судебная и 5 от парламента. Пожалуйста, и такая схема может быть применена. Тут просто надо сидеть и обсуждать. Вот основные положения нашего проекта. Еще раз говорю, смешанная система вводится, кадровые назначения в исполнительной ветви власти, кадровые назначения в судебной ветви власти. Вот тут мы хотим все изменить. Еще раз скажи, пожалуйста, для большего количества людей, для их понимания, то есть это ты просто сейчас зачитал те разработки, те направления, а так у вас огромная, значит, переработанная конституционная реформа. У нас большой проект получился. Просто... Я вкратце это все описываю, чтобы не утомлять. Ну да, вкратце. Это отдельно. Кто хочет ознакомиться, это несложно, мы можем предоставить, все это опубликовано, например, в нужной газете в свое время, «Изидачане» все полностью опубликовала. Можете там ознакомиться. Все это вывешено в Конституционном суде на сайте. Такой вопрос. Сколько вообще конституций вы изучили? Скольких стран, прежде чем? Разных стран. Это и западноевропейские страны, и еще раз говорю, это Испания, Италия, Франция. Пришлось почитать Конституцию Соединенных Штатов. Но больше всего мне понравилось, как написана Конституция Армении, Республики Армения. Это современная Конституция, написана современным, понятным языком. И написана не так декларативно, как написано в других странах. Уточни, что имеется в виду? Например, я вам скажу, в каких случаях судья перестает занимать свою должность. Знаете, как написано? Если он умер. А в других? Там очень завуалированно написано. А что значит завуалированность и прямота? В чем плюс и минус? Когда завуалировано, непонятно обычному человеку. То есть обычный человек имеет право знать? Конечно. Я лично считаю, что нам тоже надо подобным образом написать Конституцию. Когда написано слишком декларативно, понимаете, каждый захочет интерпретировать по-своему. А тот, кто в ветви власти, тоже может так? Да, это всегда вызывает споры, когда написано очень обобщенно. А в Конституции Армении все разложено по полочкам. Там не будет спорных вопросов. А у нас много спорных вопросов, потому что слишком декларативная Конституция. Я считаю, что надо прописать глубже, четче, понятнее и понятным языком. Я не говорю, чтобы мы там опустились там вообще до уровня школьников и так далее, но я считаю, что язык должен быть понятен. Манзур, а реформа Конституции – это вообще нормально в практике построения государства? Не сразу, это периодически, если реформируют Конституцию? Ну, вы сравните Конституцию Соединенных Штатов, которая была принята в XVIII веке, современной. Конечно, туда вносились поправки. Я думаю, нету ни одной развитой страны, куда не вносятся поправки в Конституцию. Это обычный процесс. Почему? Потому что время идет вперед, требования меняются. Ошибки анализируются. Есть ошибки, их надо исправлять. Усовершенствовать. Усовершенствовать. Жизнь диктует свои условия. Мы не можем застрять в прошлом веке. Мы должны двигаться вперед, но обязательно это надо делать осторожно. Не должен проводить конституционную реформу, например, президент сверху. Он ничего не должен диктовать никому. Никто не должен отдельно, кулуарно что-то навязывать обществу, потому что это каркас. Конституция – это каркас.
это основной юридический документ. И если там что-то будет написано неправильно, мы пойдем по неправильному пути. Проще говоря, правила игры, которые выстраиваются в доме. Конечно. А скажи нам, пожалуйста, что было дальше? Вы сделали огромную работу, провели. Там смотрели квалифицированные люди. Дальше что произошло? Значит, в результате работы нашей группы родился проект. Достаточно объемный, это около 60 страниц. И как мы ранее обусловились с депутатом Алмасом Джапуа, мы этот проект понесли ему тогда в парламент. Он тогда был депутатом? Он был депутатом 6-го созыва. Он прочитал и сказал: ребята, то, что вы написали, мы будем брать за основу и начинать обсуждать реформу Конституции. 21 депутат поставили свои подписи, что они согласны. И еще были желающие, их могло быть 24-25 человек. Этого было достаточно. Это очень много. Вообще надо было 18. Но 21 депутат, еще раз говорю, еще желающие были. После того, как они подписали, официально этот проект, согласно Конституции, был направлен в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд дал одобрение, и в парламенте началось, подчеркиваю это слово, обсуждение. Не принятие, а обсуждение проекта. Как говорила Алмаз Джапуа, на входе это один проект, а на выходе мог быть совсем другой проект. Но уже был документ, над которым можно было работать. То есть не на пустом месте, а уже реально они могли приступить к этой работе. Но произошло следующее. Согласно нашей Конституции, 5 судей Конституционного суда имеют право либо отказать парламенту, либо дать согласие. Так получилось, что Конституционный суд дал отказ. И этот проект фактически был, скажем так, завален. Чем они аргументировали? Это надо прочитать. Серьезных аргументов я лично не обнаружил. На какие-то наши положения, например, связанные со вводом смешанной системы выборов в парламент, они не написали ни одно слово. А должны были? Конечно. То есть с этим они, значит, с блоком согласны. Получается, весь проект они отвергли, хотя там были положения, которые можно было пропустить. И тут создается, понимаете, такой не очень хороший механизм для начала работы, связанной с конституционной реформой. При этом я хочу подчеркнуть, что работала Государственная комиссия при президенте по конституционной реформе. Мы были с ними в контакте, и у нас были встречи, обсуждения. Они тоже, значит, приняли свой проект. Вот. Но потом так получилось, что президент внес свои коррективы. Например? Например, это связано с тем, что кабинет министров во главе с премьер-министром упраздняются вовсе, и все эти дела передаются администрации президента. Это фактически речь идет не о перераспределении полномочий, а об усилении власти президента. Понимаете? И этот проект, кстати говоря, связанный с упразднением кабинета министров, Конституционный суд пропускает. Понимаете? Этот проект, потому что сверху президент, видимо, надавил, я как понял, это упразднение огромной структуры, на которой зыждется вся наша экономика, она упраздняется, и Конституционный суд дает свое согласие. Понимаете как? Это игра не на равных. Играть под президента – это опасная игра. И вот этот проект поступил в парламент сейчас. Он пока лежит. Но когда лично я прочитал этот проект, извиняюсь, я нашел большие изъяны. Я связался
с одним нашим юристом, известным Ираклием Бжинава, и мы с ним это обсуждали. Там есть изъяны, вплоть до грамматических ошибок. Что является неприемлемым. Понимаете как? И вот это проходит и поступает в парламент для обсуждения. Это не реформа, это что-то, желание чего-то, что-то изменить в Конституцию под себя. Но это недопустимо. Конституцию надо реформировать путем вовлечения различных сил нашего общества. Должны участвовать все три ветви власти обязательно. Должны участвовать наши партии, общественные организации. Если вы помните, когда в России проводилась реформа, это был огромный круг людей, и люди вносили свои предложения. Владимир Владимирович Путин сидел, сказал, мы это учтем, мы это учтем, мы это учтем и так далее. Понимаете, вот так надо проводить реформу с участием широких кругов, потому что это касается нас всех, это касается нашего будущего. Мы все должны обсуждать Конституцию, иначе мы промахнемся и окажемся у опасной черты. Нельзя проводить реформу кулуарно и только сверху. Это должно быть исключено. Как приступить к реальному проведению реформ? Я думаю, сегодня наше общество больше начинает понимать, что реформа необходима. Эту реформу провели во многих странах СНГ. Наши ближайшие соседи, я уже говорил, это Республика Армения, и даже в Грузии провели реформу. В Грузии уже не будет, я извиняюсь, сумасбродного президента, который единолично будет принимать непонятно какие решения. С этим они покончили. Выровняли там баланс ветвей власти. Мы же наблюдаем, мы же видим, что происходит. Есть премьер-министр, есть президент, у нее свое мнение здесь, но они вынуждены балансировать свои силы. Понимаете, что было бы сегодня, если бы была такая же система, как при Саакашвили? Что было бы сегодня с Грузией в нынешних реалиях? Мы же прекрасно представляем. Но благодаря этой реформе сегодня в Грузии есть возможность обсуждать и принимать более рациональные предложения. И слава Богу, так это там и происходит. Я хочу сказать об открытии второго фронта и всего остального и так далее. Но сегодня это в Грузии сложнее сделать, нежели при Саакашвили. И мы тоже, уже время перезрело. Если мы быстро не приступим к реформе Конституции, это будет очень опасно для нас. Очень опасно. Дальше, как я говорил, есть понимание и среди депутатов нашего парламента, есть понимание и среди юристов, судей в ветви власти судебной. Там тоже есть разговоры личные, там тоже есть понимание. И вообще в обществе этот вопрос все больше и больше начинают понимать. Что нам надо сделать? Нам надо соорганизоваться. Надо, чтобы появилась некая группа, которая будет аккумулировать все идеи, разрабатывать и затем работать вплотную с нашим парламентом. Нам нужен хороший проект по конституционной реформе. Все заинтересованные лица, юристы, эксперты, правоведы, нам надо всем объединиться ради этой цели. Пусть на энтузиазме, но у нас выхода нету. Мы должны, я имею в виду общество, люди, занимающиеся политикой в нашей стране, оставить все споры, если мы хотим, чтобы корабль по имени Абхазия успешно плавал. Мы обязательно к этому должны прийти. Все силы, все здоровые силы общества должны объединиться вокруг этого вопроса.
Спасибо вам за ваш труд, успехов вам в благих делах. Спасибо. Спасибо.